В Сосногорске на минувшей неделе прошла ежегодная конференция «Коми народа». В этот раз она собрала делегатов и гостей в стенах Дома культуры «Горизонт». Село сегодня и завтра – основная тема форума. Это отметил в своем докладе председатель Сосногорского представительства МОД Коми Войтер Владимир Артеев. Он также уточнил, что именно село – это тот фундамент, на котором стоит республика. Село Глубинка – это и есть тот фундамент, на котором стоит и выросла республика. Один мудрый человек сказал, что село – это корни дерева. Не будет корней, засохнет дерево. Я думаю, что каждый из нас, живущий на нашей Коми республике, понимает, как эти слова понятны каждому. Я убежден, что возрождение села – это главная задача не только для органов власти республики Коми, но и для общественников. И выполнить ее можно только в режиме открытого диалога с общественными организациями и властью. Газификация, связь, дорожное сообщение. Основные тезисы доклада Владимира Артеева. На сегодняшний день в нижних деревнях района, в Винле и Порожске, уже установлено новое телекоммуникационное оборудование. Оно обеспечит местных жителей качественной связью. Продолжается строительство дороги до Вайвожа, а также трассы Сыктывкар-Нарьян-Мар в северном направлении на участке Малая Пера и Райоль. Что же касается планов, то на следующий год должен быть проложен газопровод от деревни Пожня к поселку Поляна. Сосногорский район включен в программу газификации, газоснабжения газификации на 16-20 годы. И строительно-монтажные работы на газопроводе от деревни Пожня к поселку Поляна уже должны завершиться в 2017 году. Это очень положительный момент. А на газопроводе от ГРС Крутянская к поселку Вайвожа начнутся в 2018 году. Но остается еще много моментов и вопросов, которые надо решать, отмечает Владимир Артеев. В частности, это ремонт жилого фонда в деревнях и поселках района. Далее перед делегатами выступил руководитель районной администрации Виктор Шомисов. Он поблагодарил членов Сосногорского представительства Коми Войтер за активную работу и отметил положительные тенденции в решениях вопросов сельчан. В этом году у жителей поселков появился еще один довольно такой действенный инструмент для решения таких вопросов. При Совете района создана и конструктивно работает комиссия по вопросам развития сельских населенных пунктов. На заседаниях группы не только озвучиваются самые острые вопросы, но и предлагаются конкретные варианты их решения. Свои проблемы жители смогут озвучивать и лично руководителю районной администрации. Ежеквартально Виктор Шумисов будет вести прием населения в поселках и деревнях. Начало этим мероприятиям уже положено. Первый прием состоялся не так давно на малой родине Виктора Ивановича в поселке Верхнеижемский. Кроме этого, в самых ближайших планах района открытие консультативного центра по развитию ТОСов на базе общественной приемной главы района по нашему совместному решению с главой района Фабиевичем Гавриловым к работе по развитию ТОСов будут привлечены депутатские группы, общественники и специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства. За каждым поселком будет закреплен куратор. Он займется поиском как раз инициативных жителей, а консультативный центр окажет необходимую методическую помощь в организации ТОСов. Ну и, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем участникам конференции, давайте вместе сообща искать и находить инициаторов ТОСов. После всех выступлений делегаты высказали свои предложения и замечания в резолюцию конференции. В резолюцию сегодняшней нашей конференции вошли наиболее актуальные, острые проблемы, которые сегодня есть в районе нашем. Да? И кроме того, были включены еще те моменты, которые прозвучали в зале от делегатов, от присутствующих. Да? И я думаю, что в течение месяца правления мы поручили эту работу делать. Будет завершена работа по резолюции. Как только работа над резолюцией будет завершена, документ опубликуют для ознакомления. Сама же конференция завершилась на приятной ноте. Краевед Валерий Хозяинов был отмечен памятной медалью за личный вклад в развитие Сосногорского района.